Так, ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 26 марта 2024 года. Почти 16 часов без одной минуты по Берлину. 17 часов по городу Джохару. И я вас всех, друзья, снова рад сердечно приветствовать на очередном нашем дневном стриме на канале в YouTube Reality и на канале Аслан Арцуев в TikTok, друзья. Ставьте лайки. Если вы не находитесь в фашистской России, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Это очень важно, потому что на территории фашистской России наш канал запрещен. И пусть больше людей узнает правду. И еще у нас здесь проводится, я провожу опрос. Можете заходить и голосовать, принять участие в голосовании, в опросе. Вопрос следующего содержания. Сразу напомню вам, кто стоит за атакой на Крокус Сити Холл. Учреждение ФСБ, первый вариант. Второй вариант – ИГИЛ. Третий вариант – совместная акция ФСБ и ИГИЛ. Поэтому, друзья, голосуйте и давайте узнаем ваше мнение. Дали визель Денис Машурило. Дал свою подарок Шешу, да? И поехали, да. Давайте пообщаемся, поговорим. Ну, как обычно, перед началом своего стрима я бы хотел вас ознакомить с ситуацией, которая развивается на русско-украинской войне, на фронтах русско-украинской войны. И сообщить вам информацию от Генерального штаба Сбройных сил, то есть Вооруженных сил Украины, о потере русских оккупантов в Украине. На 26 марта 2024 года террористов и оккупантов уничтожено 700 и ранено 770 бандитов, 6 танков, 24 боевые бронированные машины, 27 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 1 антиаэркрафт, 14 БПЛА, 4 крылатые ракеты, 44 автомобильной техники и цистерны, 4 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине, да. Слава ЗСУ, да. Вы лучшие ЗСУшники, да. Так, давайте. Как думаешь, будут теракты жестче, чем в Крокус? Добро с кулаками. Я думаю, да, я думаю, что еще мощнее, еще кровавее будет, и не один будет террористический акт. По всей видимости, русских, россиян будут вводить ужас, оцепенение, вгонять в животный уровень животного страха будут доводить. И у меня очень плохие, неблагоприятные прогнозы для россиян. Очень плохие, друзья. Думаю, да. Будет очень-очень кроваво на России. Я думаю, этот год будет просто супер кровавым. Большому сожалению, большому сожалению. Валейкум ассалам, чеченский сионист, все свободно люблю, кроме расистов. Так, ФСБ однозначно, говорит, чеченский сионист. Ну да, 70% у нас голосуют, 70% проголосовавших сказали, что это учреждение ФСБ, 10% ИГИЛ и 20% совместная акция ФСБ и ИГИЛ. Ну, грубо говоря, 90% считают, что ФСБ замешано. Я тоже так считаю, Давайте дальше будем наблюдать и будем смотреть. Я заметил там ФСБшников в центре концерта в синем, они кричали «закройте двери». Да, там был мужчина, который кричал, ну, закройте двери, и потом начали все повторять, закройте двери, чтобы не входили. Возможно, вы правы, добро с кулаками, потому что, может быть, это были кураторы вот этого самого террористического акта. Я все-таки полагаю, что вот эти задержанные подозреваемые, скорее всего, имели отношение, не просто там перегон машины там и так далее.
Но то, что им дали выйти, зайти, совершить, потом выйти, что там были группы другие прикрытия, вот в этом я тоже не сомневаюсь. И, ну, короче говоря, выходит так, что это совместная такая акция ФСБ и ИГИЛ. Просто ИГИЛ мог быть, ну, скорее, ну, с фанатиками очень трудно договариваться, да, с отмороженными фанатиками, и их чаще всего используют в темную. Их фанатизм, их глупость используется просто в темную. Так, ассаламу алейкум, жюри. По привету остальным тоже. Валейкум, Новчик. Ант, 100% дело рук ФСБ, говорит Али Алиев. Да, это были кураторы с синим, чтобы по ним не стреляли. Они в одинаковой одежде, да, были, вы говорите, добро с кулаками? Интересное, интересное наблюдение, интересное. Я насчитал там 6 кураторов ФСБ в синих кофтах. Они были спокойны и снимали все на телефон. Ага. Ну, вполне возможно, вполне возможно. Давайте дальше будем. Как вы относитесь к секте Врата Эдема и оккупации штата Монтана, округа Хоуп, Куэрти, короче, Куэрли. Так, пойдемте дальше. Да, там в синих свитера были они. Очень интересно, очень интересно. Ну, смотрите, если в любом случае ситуация, которая будет сейчас развиваться, она будет усиливаться, эта ситуация, и атаки террористические продолжатся, потому что нужно россиян ввести в ступор, чтобы они не оказывали сопротивления. Это, соответственно, будет сопровождаться преследованием, репрессиями в отношении мусульман, в отношении мигрантов. Мигрантов, самые сейчас пока незащищенные являются мигранты, которые плохо знают свои права, плохо говорят на русском языке, и поэтому их будут сейчас мобилизовать на войну. Ну вот, все как мы говорили много раз. Так, Анна, большое спасибо вам за подарок. Спасибо вам большое. Так. Галина, у вас фамилия такая интересная. Это настоящая? Есть про этих кураторов в синих кофтах. Ну, я не знаю, кто такой Антон Хардин и так далее. Друзья, смотрите, для того, чтобы нас увести от главной версии, реально настоящей версии, правдивой версии, нам будут закидывать много сплошной дезинформации. Есть такой один, фамилию его забываю, как же его звали-то? Ну, такая дагестанская фамилия у него, якобы дагестанец он, ну, и непонятно кто он, какой-то непонятный чувак. Он говорил, что там машину, короче, попросили перегнать, и что эти таджики только машину перегоняли, и так далее, и так далее. Поэтому вот эти разные люди, которые будут нам, пророссийские люди, которые будут нам закидывать вот эти разные версии, им, я просто про этого человека, про которого вы мне пишете, про этого Антона, я первый раз слышу, я поэтому не знаю, кто он. Поэтому будьте внимательны, не ведитесь на все просто, что будет закидываться, потому что всегда бывают подготовленные такие заготовки информационные, которые заваливают информационное пространство, вот правду, и чтобы мы не докопались до истины. Как-то так. Поэтому будьте внимательны. Там помимо исполнителей по-любому были смотрящие из ФСБ, которые оценивали ситуацию. Ну, я тоже думаю, конечно, под контролем полностью, я думаю, тоже произошел террористический акт. Астан Мырза, ассаламу алейкум. В Калужской области, где застрелили в Калужской области двух казахов, 32 и 36 лет граждан Казахстана, что приехали в Россию покупать автомобиль ФСБ, тоже выдали за террористов. Жена Джунусов, алейкум ассалам. Да, убийство произошло двух вот этих молодых мужчин, 32 и 36 лет, я помню, это произошло на второй день после того, как американцы заявили, что в России неотвратимо произойдет террористический акт, что значит все готово, и эта автономная группа уже автономно готова нанести этот удар. И
на второй день были убиты 2 гражданина Казахстана. И сразу же казахстанская сторона заявила о том, что эти люди не причастны, не были никакими террористами и так далее, и так далее. И это говорит, может быть, косвенно говорить о том, что также тогда они, ФСБшники, попробовали скрыть вот настоящую группу, которая должна была зайти, вот как мы уже знаем, в Крокус-Сити, и убили 2 просто людей, которые приехали покупать машины, видимо, с целью и ограбить их, раз они приезжали за машинами. Мы знаем, что ФСБ абсолютно ничего там идейного, там абсолютно уже давно нет. Еще в советское время мы верили, что есть какие-то КГБшники идейные и так далее. Но потом мы поняли, что тоже там никакой идеи нет, они только власть и деньги их интересуют. Поэтому вполне возможно убили из-за денег, которые они привезли покупать машины, и потом объявили их исламистами, террористами и так далее. Друзья, это будет продолжаться, это будет на всех мусульман касаться, в первую очередь мусульман касаться. И поэтому мусульмане должны принимать уже сейчас, не думать, что нужно ждать полгода, когда вы окажетесь уже в тисках их и ничего не сможете делать. Уже принимайте меры, выезжайте, это надолго, это не закончится. Если кто-то думает сейчас, таджики, узбеки, там мигранты не выходят из общежитий, там говорят, я слышу, там раскидываются там разные аудиосообщения, там видеосообщения, призывают всех оставаться дома, 3, 10, вы же не можете дома оставаться. Вы по 15, по 16 часов в день работаете, вы не можете дома оставаться. Если оставаться дома, то, наверное, не в Москве где-то сидеть дома, а, наверное, у себя в Таджикистане лучше сидеть со своей семьей. Поэтому либо оказывайте сопротивление, либо готовьтесь к тому, что вас будут репрессировать, там, преследовать и так далее. Либо уезжайте, покидайте. Не становитесь пушечным мясом для путинских, российских войн против Украины. Не становитесь инструментами для продолжения государственного терроризма. Мы видим, какое отношение, да, мы вчера это еще обсуждали, позавчера, как они отрезали ухо человеку, били током и так далее, и так далее. Это обычная практика, не удивляйтесь. Это, если я так говорю обычно, это не значит, что это норма, что это так и должно быть. Нет, конечно. Именно из-за того, что это не норма, что это вопиющее, жесточайшее преступление, которое они совершают. Именно поэтому я оказался здесь перед камерой и как правозащитник, как чеченец, которого также преследовали, который знает огромное количество вот этих пыток, убийств, которые совершали над моим народом. Именно поэтому я вынужден был заняться вот этой деятельностью, а не с каких-то других побуждений, как мне пытаются приписать. Поэтому это обычная русская система подавления, КГБшная система подавления. Мы, чеченцы, вам говорили об этом, что это зверье, бешеное зверье, что это людоеды, но нам не верили. И русские нам не верили, и русские в первую очередь нам не верили, потому что их армия, их солдатики, их там ФСБ, их спецслужбы, они самые честные, они самые правильные, самые человечные, благородные и так далее, и так далее. А мы, чеченцы, такие плохие сякие, напали, такая огромная Ичкерия напала на маленькую Россию, и там в 100 раз нас больше, чем русских, и мы вот такие вот плохие все. И нам не верили, грубо говоря. Теперь вы увидели, это просто вам чуть-чуть только маску открыли. Там ужас, что творится. Русские это над вами будут творить, над россиянами, над всеми будут это творить. То, что вы видите, отрезали ухо в прямом эфире, и ничего этому человеку не было, понимаете? Его даже не отстранили, его даже не пожурили, не поругали, там, не вынесли ему приговор, не знаю, какое-нибудь предупреждение. Вы понимаете, что задержали только подозреваемых. Решения суда еще не было. Возможно, они вообще не причастны, эти люди. Уже им ухо отрезали, одному глаз отрезали, били током, прикрепляя к разным частям тела, раздевали, унижали и так далее, и так далее. Россияне, ну, вы же должны понимать, что завтра это можете оказаться вы. Сейчас отмена смертной казни будет, моратория на смертную казнь.
Ведь вы попадете под эту раздачу, россияне. Там не будут смотреть, ведь вспомните просто немножко назад историю. Мы же должны чуть-чуть, чтобы не повторять ошибок, должны изучать историю. Что творило НКВД в 30-е годы, в 20-е годы, вы же помните? Вы думаете, только тогда расстреливали там басмачей или там кавказцев? Или только украинцев голодом морили? Это украинцы говорят о своем голодоморе. Это чеченцы говорят о своей депортации, геноцид под видом депортации. Вы, русские, молчите, но вас ведь также уничтожали. Понимаете? Вся проблема в том, что у вас нет вот этого понимания, что это вас уничтожали. В Санкт-Петербурге, где я когда-то учился, там рассказывали истории, что люди сидели и ждали, не закрывали дверь, потому что если НКВДшник постучит в дверь, а дверь закрыта, это может его разозлить. И у двери уже собранный вот этот узелочек с сухариками, там, с теплыми вещами, стоит у двери. Вот в каком страхе жили вы, русские. Вы же должны это понимать. Понимаете? И это все вернется. Будут убивать не только чеченцев. Нас уже убивали, мы это уже знаем, мы к этому готовы. И так мы иллюзии не питаем. И именно сейчас я сижу и чеченцев в первую очередь предупреждаю о том, что их грозит. Понимаете? И вас это тоже ждет. И вы будете сидеть и бояться закрыть дверь, потому что к вам придет ваш палач, и не дай бог он разозлится. Вы можете себе это представить просто? К чему это все идет? Ну, давайте будем читать ваши комментарии, друзья. Я смотрю, вы здесь активно начали вписываться. Друзья, и напоминаю, кто не находится в фашистской России, распространяйте ссылку на наш стрим, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Салам алейкум, алейк салам. Там помимо исполнителя, по-любому были смотрящие. Так, 2 миллиона просмотров. Я смотрю, это так, отлично. Это уже все было. Ухо отрезали, сняли специально, чтобы устроить более жесткий теракт. Да, они запугивают, понимаете? Они запугивают россиян. Они запугивают, они хотят в ужас ввести. Все это новый уже уровень. Это не просто где-то там воюют, спецоперации. Они реально рассчитывали, что вначале они войдут, украинцы все разбегутся, Запад не поможет, там все, будет все нормально. Не получилось. Вот пятачок засунула свинья свой, чужой калашный ряд, ее хрясь капканом, ее схватили там, с чубами там пацаны. Сказали, ну-ка иди сюда. И теперь стучат этой свинье, этому кровавому кабану по лбу. И потихонечку людям приходит осознание, что мы попали в очень серьезную передрягу. И россияне должны понимать, что теперь вы есть объект запугивания. Вы не украинцы, не чеченцы вчера, не грузины вчера, не сегодня украинцы, уже нельзя их уже испугать. Все, вас будут пугать, потому что вас боятся. Боятся, что вы восстанете. Боятся, что вы восстанете, понимаете? Психологическая атака. Да, Денис, абсолютно. Психологическая атака. Ухо отрезали, сняли. Так, поехали дальше. Асан, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, почему у вас на стене американский флаг? Правда интересно. Добрый вечер. Рейд Романия. Я много раз рассказывал. Пересмотрите, пожалуйста, мои стримы. Сломали позвоночник молодому таджику. Угу. Да, это Россия, это ФСБ, это их спецслужбы. Они так работают, понимаете? По-другому. Это зверье, бешеное зверье. Помните, Путин взорвал свои дома с Патрушевым в 99 году?
Это был не первый теракт, я просто вновь и вновь буду это напоминать, потому что это был не первый теракт. Терактов было очень много, но это были такие вопиющие, мощные такие теракты, которые, видимо, вероятно, еще ждут Россию вот при помощи ФСБ и ИГИЛ совместно. Они еще будут еще такие же мощные, ужасающие. Причем они должны быть систематические такие, чтобы люди понимали, что их коснется это. Не просто произошел, все пронесло и все успокоились. Нет, следующий будет. Все должны знать, что будет следующий. Вот к этому все это идет. Это, я в этом почти на 100% уверен. И они вводят людей в ужас. В ужас. Ужас, конечно. Что надо сказать? Террористам нет пощады, мрази уничтожить. Совершенно верно. Но нужно понимать, террористы это ФСБ, понимаете? Только если вы хотите каких-то там бедолаг, которых назвали террористами, еще суд не доказал, если вы хотите переломать, отрезать уши там и так далее, сломать позвоночник и так далее, то вы такие же ублюдки, как те, которые расстреливали людей невинных, понимаете? Вас я всех поздравляю. Вы такие же мерзавцы, негодяи, которые расстреливали вот так невинных людей. Если вы радуетесь убийствам вот этим, пыткам, переломанному позвоночнику, отрезанному уху и так далее, вы такие же садисты. Вы от этого кайфуете. А правильно о вас Басаев говорил. Вы кайфуете, получаете садистские удовольствия. И еще когда над вами совершают. Ну, люди не такие, говорил Басаев. Я не такой, я не хочу жить с вами, он говорил. Это вся его вина была. Он не хотел с вами жить. На маленьком клочке чеченской земли он хотел жить отдельно от вас, как и весь наш чеченский народ. Понимаете? Вот что мы должны понять. Уничтожает вас ваша система, ваша власть. И пока вы, к сожалению, ничего другого уже нельзя сделать. Пока вы что-то сами не предпримете, вы будете просто погибать. Ни за что. Никакого развития, никакой учебы, никакого вечный страх. Вечный страх, что позвонят в дверь, что взорвут сумку, там произойдет там падение самолета. Просто все время. И это ваше будущее. Понимаете? Это ваше будущее, русские, россияне. Чеченцы с нами, и вы ничего не сделаете. Мне неудобно читать, Галина, вашу фамилию Шмарова, если честно. Вы каких чеченцев имеете в виду? Нас и с кем мы? Мы с украинцами, да. Мы с украинцами. Славочки, героям слава. Это делает Россия, страна-террорист. Да, Ливан Качара, это самосуд. Это самосуд. Это делается в прямом эфире под запись сотрудниками российских спецслужб, ФСБшниками. Да, это так. Я не понимаю, как это можно одобрять. И знаете, самое интересное, наши чеченцы, Ахмад Салас, Силас, нет, Шмарова, буду, ладно, вы уже все, правильная у вас фамилия Шмарова, это это не чеченцы, это ваши кадыровцы, это, я их называю подхолопники, поэтому к чеченцам они не имеют никакого отношения, понимаете? Никакого. Поэтому вам не повезло. Настоящие чеченцы, та гордость и честь всего чеченского народа, всего мира, можно сказать, они за Украину, целиком и полностью за цивилизованный мир. А тот, кто за Россию, это ну, как обычно, извините, вам достались только отбросы, Дион. Простите. Простите, Дион.
Хасан, ты видел фото силовика с отрезанным ухом в руках, а то, что на плече была нашивка, неонацистский символ? Ну, это ФСБшники обычно носят эти... видел я эти фотографии, которые закидывались? Да, видел. Как вы относитесь к тому, что происходит в Газе? Что вы имеете в виду? К чему я отношусь? Если вы имеете в виду к войне, я отношусь плохо. К гибели мирных людей я отношусь плохо. Я отношусь очень хорошо к уничтожению террористов, которые ворвались на территорию Израиля и убили невинных людей, как это сейчас произошло в Крокус-Сити. Понимаете? Просто ворвались и просто начали расстреливать. Чисто русско-иранский метод ведения войны. Вот точно так же уничтожается все живое, без требований, без ничего, просто живое расстреливать. Этих людей, конечно, нужно остановить. Но также я, конечно же, за то, чтобы разборчиво велись удары, разборчиво, чтобы мирное население максимально огораживалось и чтобы оно не страдало. Конечно же, я как правозащитник всегда выступал за права людей и всегда буду выступать. А то, что террористы должны быть наказаны, что ФСБшные, что ИГИЛовские, что Хамасовские, это я в этом не сомневаюсь. Они должны быть остановлены. Это угроза, большая угроза для людей, для мирных людей. Почему вот этот ИГИЛ, который сейчас напал на Крокус-Сити, не напал на здание ФСБ? Потому что в ФСБ живут свои неодворяне там живут, липовые неодворяне. А это мусор, который, биомусор, как они называют, которого нужно уничтожать, запугивать. Понимаете? Просто они эти нашивки носят именно когда борются с нерусскими. Значит, ФСБ знала, что там были нерусские. Конечно, конечно знала. Конечно, нисколько не сомневаюсь. Так, что у нас здесь? Заказчик и исполнители не обязательно должны быть из одной конюшни, да? Так. ФСБ все есть. Да, абсолютно, чеченский сионист. Абсолютно. ФСБшники это самая настоящая фашня. Самая настоящая. Самая настоящая. Это главные идеологи русизма. Главные идеологи русизма. Друзья, сейчас нас смотрят почти 1500 человек. Я вас прошу, распространите ссылку на наш стрим, если вы не находитесь в России, друзья, и ставьте лайки. Ассаламу алейкум. Я думаю, что в ближайшем будущем РФ будет экспансировать Среднюю Азию. Я не думаю, что сейчас у России есть такая возможность сейчас идти в Среднюю Азию, там воевать против, еще открывать еще один фронт, валейкум салам, кстати говоря. Я думаю, что будут репрессии против мусульман, ну, будет кровавая баня будет в России, и будет каждый день все это усиливаться, каждый день.
Каждый божий день. Скоро в Германии тоже будет фонд Аймани, говорит, ночью 95. Так он же есть здесь фонд. Был точнее. Сейчас уже прикрывают вашу эту контору. Очень жаль, что вы так поступаете. Чеченцы свои убеждения бросают. Я не надеялся, но все же. О чем вы говорите, Раф? Что-то я не понял. Почему Асланяны, Осечкины, Закаев тоже говорят, что это путинский теракт? Эти люди, которым меньше всего я верю, придется отказаться от этой теории. Ну, не обязательно же все должно исходить. Ну, во-первых, откровенно сейчас на Украину указывать, сейчас я так скажу, находясь здесь на Западе, это, ну, скажем так, плохой тон будет для этих людей. Поэтому они вынуждены это сказать в любом случае. Ну и есть вещи очевидные, которые отрицать просто невозможно. Конечно, за этим стоит Россия и российские спецслужбы. А тот, кто что-то сказал, и ты меняй позицию не потому, что кто-то что-то сказал, а потому, что ты убедился в том или в ином, той или иной гипотезе. Привели тебе достаточные доказательства. Ассаламу алейкум чеченцам из Украины, смелым чеченцам из Украины. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Так, просил вас помочь с постройкой дома. Сказали, поможете, и все, говорит. Раф, я же тебе сказал, обратись в банк, он тебе даст деньги. Ты понимаешь, что ты обращаешься, мне даже смешно тебе, обращаешься к правозащитнику, который бесплатно занимается, ну, фактически на войне находится человек. Ты строишь дом, понимаешь? Я, конечно, я все понимаю, говорю, ну, я на войне, я занимаюсь очень важными такими бесплатными вещами. И, скорее всего, мне дом может не понадобиться вообще, понимаешь? А ты собираешься после моей смерти еще на мои деньги построить дом. Ты сильно не обижайся. Обратись в банк. Под хороший процент они, может, тебе дадут деньги. А еще лучше попробуй поработать. Понимаешь? Если ты будешь работать, можно заработать деньги на дом. Так, Саша Бил из моего города. Так. Саша Бил из моего города воевал на вашей стороне. Да, Сашко Белый был убит российскими прихвостнями в Украине. И я надеюсь, это будет справедливый суд. Надо следить. Так, подожди, давай. Я тогда послежу, хорошо, а ты иди пока поработай. Тебе дом нужно зарабатывать. Поэтому ты пока поработай. Хорошо. Так, друзья, давайте дальше. Смотрите, у нас 50 на 50 разделились голоса. Учреждение ФСБ 27% считают. Совместная акция ФСБ ИГИЛ считают 23%. Что это ИГИЛ совершил, считают 50%. То есть, что ФСБ там замешано, считают 50% и 50%, что это чисто акция ИГИЛ считают. Очень интересно. Проголосовало более 400 человек. Очень интересно. Продолжайте голосовать, друзья. Принимайте участие в голосовании у нас. Никто не увидит ваши, кто за какие варианты отдал ваши голоса. И я распространять не буду. Поэтому это смело можете голосовать. Это вам ничем не грозит. Так. Что творится в России беспредел? Виновен глава России Путин и ФСБ России. Да, Владимир, совершенно верно. Россия не входит в Совет Европы. Возможно, отменят мораторий на смертную казнь. Валерий Зорькин заявлял в 2022 году, что возвращение смертной казни в стране возможно только после изменения Конституции. Ну, смотрите, ну это, конечно, он всего лишь заявляет, а Валерий Зорькин
И конституция, которую они как хотят там крутят, вертят, и потом иногда нам говорят, ну вот мы там внесли там изменения и так далее. Все с нарушением делается, и как бы они создают видимость соблюдения Конституции и законности. Конституцию они хотят поменять. Не для того, чтобы ввести смертную казнь, понимаете, а для того, чтобы Путин, чтобы полностью стать в соответствии с Конституцией монархией, где Путин будет царьком. Они хотели воспользоваться историей Киевской Руси. Не шмогла, как в том анекдоте, ну, не справились они. Поэтому, ну, в любом случае, даже фейковую монархию они должны создать, потому что другого выбора нет. Население в 90 миллионов, рабское, послушное, запуганное, которое будет на протяжении этого года вводиться просто в животное, в состояние животного страха, это будет продолжаться, и они будут пытаться закрываться полностью у себя там на России и жить. И Конституцию они, да, хотят поменять. И вот сейчас, когда они будут менять Конституцию, они будут говорить, мы поменяли Конституцию, в том числе, чтобы ввести смертную казнь, чтобы бороться против шпионов, врагов Путина и ФСБ там, и так далее, друзья. Поэтому, да, готовимся, да, смертную казнь они, конечно же, будут вводить. Так, смотрели видео, где 6 одинаково одетых, накачанных мужика дестабилизируют ситуацию в зале. Да, Светлана, мы как раз обсуждали это, я видел эти моменты, где вот, да, есть такие товарищи, которые то снимают, то что-то указания какие-то дают и так далее. Ну, посмотрим. Делер села Маршал, Воль Демократ, Репабликан. Так. Смертная казнь не так уже страшна по сравнению с каждодневными пытками узилища. Да, Вася, конечно же, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, как говорится, и смертная казнь – это избавление. Но речь ведь не просто об смертной казни. Дело в том, что на России пленных, задержанных, мы, чеченцы, вам можем рассказать, убивают вообще без проблем, пытают вообще без проблем. Пытают — это не просто вас побили где-то как-то там, чуть-чуть там завели, дубинками побили. Это не пытки, это не пытки. Средневековые пытки отдыхают по сравнению с теми пытками, которые применяют в российских застенках. Дело в том, что вот и убийство там, все это присутствует. Это будет на законных основаниях. Понимаете? Когда нужно кого-то запытать и убить, не каждый за это берется. Во-первых, люди, юристы, которые работают в правоохранительной системе, они образованы, они понимают, что даже через 10 лет и через 20 лет ты можешь ответить за это. Потому что, ну, или какой-то там отмороженный садист это делает, а есть огромное количество и таких людей у них. Но в основном люди не делают этого. Да, могут там где-то взятку взять, там побить немножко, а вот чтобы вот то, что вытворяют вот эти ФСБшники, вот эти ГРУшники, этого как бы массово этого нет. Но если это будет на законодательном уровне разрешено, и что вам ничего не будет за это, тогда это будет получать пенсию, будет зарплату будет получать палач, который будет людей расстреливать, как вот Блохин, которому до сих пор там цветы на могилу носят, который там десятками тысяч лично людей расстреливал, ну и так далее, и так далее. Поэтому дело в том, что когда будет введено на законодательном уровне, когда можно будет законно расстреливать людей, это приобретет совсем другие и масштабы, и характер это приобретет, понимаете? Это очень страшно, друзья. Вы должны сейчас об этом подумать. Это очень будет нехорошо, я вам скажу. Про пытки от Кадырова расскажи. А какая разница, если я вам расскажу пытки от Кадырова, или я расскажу вам пытки от какого-нибудь, который вот ухо таджику отрезал? Какая разница, вы мне скажите? Вы думаете, только Кадыров пытает?
А? Только Кадыров пытает, и вы думаете? Нет, это не так. Сейчас, одну минутку. Ой, дух Богу, чего ж, что более. Денис, груди Бог, карый. По-моему, ты кому дорогу перешла из них. Кадыров, да, садист, бесспорно такой матерый. Вот у нас тут один блогер был, они убили его здесь, в Вене. Он рассказывал о том, что мать Кадырова, женщина, вы видите, старая женщина, кипятком, чайник кипела, у них дома, вот спортзал там, где там у них там содержались люди, пристегиваются наручниками, избитые там и так далее. Потом деревянные такие палки есть, ну, эти, для лопат, вот эти черенки. Вот эти вот заходишь, стоят вот эти черенки, они их берут и бьют, пока все эти палки людей не сломают. А мама Кадырова кипяточком, вот только чайник скипит, и она вот поливает на голову человеку, который у него в плену находится. Это ваш глава, это нисколько не наш, это ваши российские методы, бить током, изнасилование, убийство родственников. Это все методы НКВД, КГБ, ФСБ. Друзья, это ничего нового в этом нет. Мы, чеченцы, вам говорили об этом. Вы нам не верили просто. Вы говорили, нет, чеченцы, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал, он вас всех хочет убить, это людоеды, это мы убийцы и так далее. Нет, это вы, ваши спецслужбы, убийцы. Вы со всех садистов подняли до небес. Причем они у вас потомственные идут, понимаете? И уже 75, 80, 90 лет, 100 лет. Вот всю вашу историю, вообще-то, если так по большому счету брать. Понимаете? И Кадыров, там, Мудыров, это всего лишь один из. Там национальность не имеет у них уже значения. Это все ваши люди. Все ваши люди. Так. Надо всех, кто военно преступник из Раши, отлавливать и нацистских преступников и судить там, где он их совершал. Да, совершенно верно. Нужно всех российских террористов. На Кубе есть такая хорошая тюрьма Гуантанамо. И всех российских вот этих террористов, ФСБшников, ГРУшников, чеченоговорящих, всех нужно отправить в Гуантанамо. Давно я эту версию, давно это предложение я уже сделал. Я очень надеюсь, что эти люди будут далеко изолированы и будут находиться там. Пожизненно пусть лишают их свободы за вот эти убийства, которые они совершают. Да, нужно в обязательном порядке всех туда отправить. И Кадырова, и Путина, и Патрушева, всех до единого. Патрушева, сыночков тоже туда же, всех туда. Мама Кадырова откуда имеет такую злость? Станислав, а как вы думаете, если у нее и муж был предателем, самым варварским, таким вероломным предателем чеченского народа, если его сын потомственный, садист просто, ну, патологически точнее, садист, как вы думаете, откуда это у сына и как она уживалась с таким мужем? Это все одна семья, одна сатана, как говорится. Все они из этого. Рамзан Кадыров до сих пор сам людей пытает. Не когда-то, когда восходил там к своей карьере, там, пьедесталу. До сих пор сам любит получать удовольствие, заходит пленных, там, пытает, избивает и так далее. Это патология, это болезнь человека. Он не может без этого уже. Он получает удовольствие, он чувствует себя великим, мощным, сильным, когда человек корчится от боли, просит пощады. Они от этого получают удовольствие. Кстати говоря, это русские очень любили делать, когда у нас Кадыров это только маленькая толика, на самом деле. Кадыров это такие
отбросы чеченского общества, которые стали россиянами, русскими, которые стали. На самом деле, вот эти пытки все делали вы, русские. Вы на нас обижаетесь, и обижаетесь, почему мы так плохо к вам относимся. Но вы, кто приходил, оккупанты, всю нашу республику вы установили концентрационные лагеря. Понимаете? Концлагеря. Везде были концлагеря. Ваши уважаемые, как вам кажутся, ваши генералы, которых вы по телевизору видите, Шамановы, Будановы, там разные, Гаджиевы, вот эти все люди лично занимались пытками. Лично наших людей пытали. Отрезали руки, ноги, на органы людей разделывали. ИК больничка, ИК-3, исправительная колония номер 3 в Ставропольском крае, номер 3, больничка называется. Такое П-образное такое здание на территории ИК-3. Это больничка. Туда забирались чеченцы. И мне мой товарищ, мой друг рассказывал, он сам был ранен, он был в тяжелом положении, попал в плен к вам. И слышал крики, которые там происходили, как пытали чеченцев и чеченок. Так вот, их без наркоза им ампутировали руки, им вскрывали животы, доставали органы без наркоза. И он говорит, я лежал, он сам был ранен, у него все было перебито, он находился под капельницей, в тяжелом положении находился. И он это все слышал, стал свидетелем всего этого. Понимаете, что вы творили? Тысячи людей вы так, молодых девчонок и пацанов. Россия в то время, во время Второй русско-чеченской, вам это ваше средство массовой информации не расскажет. Россия начала первое место заняла по трансплантации человеческих органов. Он говорит, вот это такая П-образная тюрьма, вот этот изолятор, больничка вот эта, он видел, а там котельня внизу стояла, руки, ноги, отрезанные руки, ноги, вот это все привозилось на тележке. Все видят, вот кто может посмотреть, там может увидеть, приносились и сжигались вот в этой котельне вот эти руки, ноги. Понимаете? У нас есть фамилии, имена тех, кто это делал. Это ваш главарь ФСИН занимался того времени. И все остальные. Кто-то, может, попробует уйти от ответственности. А так вообще мы не дадим никому уйти от ответственности. Это мы вам говорили, вы нам не верили. Вы сейчас ухо отрезанному таджику увидели, кто-то ужаснулся, кто-то нет, конечно же, вы же некоторые понимаете, что мы говорим правду. Но когда мы вам это говорим, вы думаете, мы что-то придумаем. Нет. Почему мы не хотим жить с вами в одной стране? Мы ничего с вами не хотим. Вот из-за этого мы с вами и не хотим. И это же не только сейчас вы, это всю свою историю вы с нами это делаете. И наша проблема с вами, то, что мы не готовы с этим смириться. Мы не смиримся с этим никогда, понимаете? Нас можно победить, нас можно убить, нас можно взять в заложники, оккупировать. Мы люди, мы человеки, мы из мяса, из кожи, нам больно, нам страшно, нам холодно. Но нас нельзя покорить. Вы не можете заставить нас сделать таких же не помнящих родства никем и ничем. Понимаете? Даже вот эти кадыровцы, которые служат вам, вы их обманываете. Вы им рассказываете, что были вот мы, чеченцы, какие-то там плохие были и так далее, и так далее. И вы же нечестно им говорите. Вы их не сделали шнырей. Да, Кадыров, шнырь, там, другие у вас там есть шныри. А вот в основном эти кадыровцы, эти молодые парни, которые у вас там служат, вы из них шнырей не сделали, но вы хотите сделать, бросить в огонь, чтобы они закончились, чтобы уничтожить весь наш народ. Но слава Богу, Господь все видит. И благодаря вот тому флагу, который висит за нашим ичкерийским флагом, у вас ничего не получилось. И не получится. И в 44-м не получилось. И сейчас не получится. Потому что ситуация в мире поменялась. Вам придется за все понести ответственность. Я имею в виду спецслужбы и военные, и политические силы фашистской России. Русские, к вам нет претензий.
Если вы осознаете, что вы несете зло и перестанете его нести, хотя бы не поддерживать это зло, к вам нет никаких вопросов. Вы будете так же жить, вас никто не истребит. Это все обман, что вас хотят истребить, что захватить ваши какие-то недра. Нет. Хотят, чтобы вы не убивали, чтобы вы не были имперцами. Вы свои недра и так отдавали. За Мерседес, за БМВ, там, я не знаю, за iPhone. Ваши недра, вот обмен происходил, и никаких вопросов не было. Ваше руководство посчиталось. А вы стали соучастниками, поверив в эту идею о великом русском империализме. Что вы там какие-то великие, чеченов можно замочить, грызунов, грузинов. Ваш самый либеральный демократ Навальный грузинами называл, грызунами называл грузинов, а чеченцев сравнивал с насекомыми и там тараканами. Представьте, это нормально у вас считается? Причем, если вам это говорит, вы это даже не воспринимаете. Вы говорите, это же не я сказал, это он сказал. А между собой это у вас нормально. А братья украинцы как же? Ну как людей называть всю жизнь братьями? Реально так считать, а потом взять и садить нож в спину. Ну, это чисто библейская уже история получается. Не кажется ли вам? А? Большего коварства и жестокости и цинизма найти невозможно. Поэтому большие изменения происходят. Они будут дальше происходить, друзья. Будут. К большому сожалению. И я за то, чтобы вы, русские, стали нормальными людьми и перестали убивать других людей. И вас перестанут убивать. И вас будут уважать. И вас никто не хочет всех убить. Захватить ваши недра. У вас, у русских, нет никаких недр. Все ваши недры принадлежат КГБшникам, которые 75 лет бесплатно нас всех эксплуатировали, советских граждан. 3 поколения, 75 лет они нас эксплуатировали. Ничего не имея, как рабы, ничего не имея собственности. А потом все, что мы, наши отцы, деды накопили за 75 лет, КГБшники с собой поделили между собой. Все. Нет у вас никаких недр, нету, никаких фабрик, заводов нет. У вас есть только фантомное внушение, обман, что вы какая-то великая русская нация, империя. Но это не так. Это обман, большущий обман. Понимаете? Для того, чтобы украинские КГБшники, которые так же, как живут в России КГБшники, решили стать хозяевами, как бы сказать, легитимными, уважаемыми во всем мире хозяевами. И вот эти миллиарды, которые они награбили, своим детям, внукам передавать на законных основаниях. А эти миллиарды, они наши, всех советских людей, которые работали бесплатно на вот эту систему. Еще раз и еще раз, чтобы дошло до всех, я хочу это повторить. В 17-18 году большевики под видом борьбы с этими буржуями, с богачами, там, с монархией, с дворянами, вырезали всех, расстреляли царя, его всю семью, женщин, детей. Задумайтесь. Женщин, детей они расстреляли. Несовершеннолетнего царевича расстреляли. Потому что он угроза был. И нам говорили, что это буржуи на Западе, капитализм, это самое большое зло. Сколько войн, сколько зла, сколько репрессий, тюрем, убийств совершили КГБшники, НКВДшники, говоря нам, что это зло. В Советском Союзе была статья спекуляция. Это если вы тут купили, то есть рыночные отношения и обычный бизнес, если вы тут купили и перевезли там, где этого нет, и продали там на 2 рубля дороже, вы спекулянт. Все, вы преступник. Понимаете? И таким образом не было никакого производства, ничего. Только вот работать на государство. А потом они решили, что эта система не работает. Они не верили в эту идею, коммунистическую, социалистическую. Плюнули на эту идею. Поделили между собой все заводы, фабрики. Нас, как обычно, облапошили, нас, советских граждан. Поделили все между собой и сказали, мы новое дворянство. Пока делили, отвлекли войной на нас, на чеченцев.
Мы, чеченцы, в приватизации не участвовали. Нас называете вы россиянами, мы российские граждане. Так вот, мы в вашей приватизации, раз мы россияне, мы же тоже должны были что-то получить. Мы ничего в этом не участвовали. Ни в выборах ваших не участвовали. Мы сами отказались от вас, отошли. Вы все это поделили между собой. Не вы, а ваши КГБшники. И потом взяли и сказали, все, теперь вас, извиняюсь, быдло, отправили топить чеченцев в крови. Понимаете? Абсолютно необоснованно. Мы, как и украинцы, не верили, что вы на нас нападете. Мы вчерашние советские граждане, мы говорили, невозможно, чтобы мы, советские люди, наши люди в Афганистане воевали, там, коммунистами были, там, передовиками трудовыми были, на русском говорили. У нас в Грозном жило огромное количество русских, которых вы разбомбили. А перед тем, как разбомбить, сказали, что мы их вырезали всех. Зная, что мы вам окажем сопротивление, и вы, как Бахмут, Мариуполь, будете вот так брать, сравнивать. Вы по-другому воевать не умеете. Русские, вы ни один город не взяли за свою историю. Вы взяли только руины. Понимаете? И вы знали, что вы наших русских, наших граждан будете уничтожать. Вы все будете уничтожать. И будут жертвы. И вы сказали, что мы их уничтожили. Заранее запустили утку. Как с распятым мальчиком, там, все такое, 3-10. Понимаете? Вот что вы делали. Якобы спасая русских там и так далее, и так далее. Пока вы нас топили в крови, вы убили 120 тысяч, 125 тысяч наших граждан в Первую русско-чеченскую войну. Разграблением собственности занимались, а вы глазами и ушами сидели, хлопали, россияне. Русские, в первую очередь, вам я это ставлю в предъяву, потому что вы же у нас тут титульная, там, главенствующая нация в России. Вы же тут самые главные и так далее. Обманули вас, развели, как лохов вас развели, на ненависть к чеченцам. И дальше пошли, не успокоились, дальше, потому что империя по-другому не может. Так вот, у вас конституция в 91-м, 93-м принятая ваша конституция, на 1,5 года позже нашей. Не знаю, на каком основании мы должны были частью вас быть. Советский Союз перестал быть, мы уже живем, выбрали себе президента, парламент. И вы только через 1,5 года, в декабре 93-го, свою новую конституцию принимаете. А мы ее приняли в марте 92-го, на 1,5 года раньше вашей. Вы вместо того, чтобы в соответствии с вашей демократической конституцией строить демократию, для вас, для демократов, народовластие, вместо того, чтобы, вырвавшись из этого совка, строить народовластие для людей жизнь, для вас, для всех нас, вы начали строить новую империю, вы поверили в эти сказки, что какая-то империя. И все, вот вы пришли к тому, что пришли. Вот к чему все привелось. Вы лишились всего. Вы лишились уважения в мире, это намного важнее даже денег. Вы денег лишились, вы авторитета, уважения лишились. Вы лишились продажи нефти, газа, будущего своих детей вы лишились. Понимаете? Русский теперь это слово просто нарицательное. Все, это плохой человек. Понимаете? Вот как вас выставили. Только лишь для того, чтобы ваши КГБшники и украинские КГБшники, которые в Украине еще пока не привлечены к ответственности, которые зазывали, которые ждали новый русский мир, которые там новую русскую империю и так далее. Там зачистка идет, очень хорошая идет, но пока еще не до конца. И вот вы влезли в то, что откуда уже не вылезти. И теперь за вас счет те же КГБшники, за ваши жизни, за ваших мужчин, за ваших сыновей, за ваш счет продлевают свою один день жизни Путина и Патрушева, стоит 1000 убитых и раненых российских русских парней. Убит каждый день, сегодня 770 убитых и раненых. Вот за 26 марта 2024 года.
Мы все говорим про Крокус-Сити, где 137, там говорят, может, еще 100 обгоревших тел, ну, 200-300 человек убитыми, еще 200 там ранеными, там 150 ранеными. Это меньше, чем за один день вы потеряли в Украине. Понимаете? Здесь, да, мирные, конечно же, это невинные люди, но туда кого, в Украину послали, они же тоже были мирными вчера. Они поверили пропаганде, кого-то на улице загребли насильно, кого-то кто-то пропаганде проверил и так далее. Ну, человеческие жизни-то каждый день лишаются. Норд-Ост, этот, Крокус-Сити был один раз, в Украине каждый день ведь такие потери. Вот к чему вас привела ваша фашистская русня, ваше КГБшное террористическое учреждение. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Да, и плашбо, куда, уэльхо. Так, что ожидать от потомков декабристов, которые шли на Сенатскую площадь воевать за Конституцию, думая, что Конституция это жена Константина? Что, серьезно, что ли? Серьезно, что ли, так было? Казна пуста России, все бабки своровали уже давно. Да, ну будут людей использовать, будут, это надо понять, понимаете, вы просто должны, это до вас это должно дойти, вы должны осознать просто, что происходит. Вся вот эта блеска, мишура, там, которая вам глаза закрывает, специально отвлекает вас, это все обман, понимаете. Единственное, что не обман, это то, что Путин с Патрушевым хотят выжить. Понимаете? И все. И они будут делать на своем посту. Они не хотят пост отпускать, потому что это и равносильно физической смерти. Там столько просто кровавых преступлений. Только по отношению к одному нашему чеченскому народу. Там просто клейма ставить негде. А не только чеченский народ. Там и Грузия, и Сирия, и русские. Русские в 99-м году с вас он начал. Путин с Патрушевым с вас, женщин, детей взорвали. Понимаете? То вы с них спросите. Все, кто расследовал эти взрывы, их тоже убили. Массово никто не уходил, люди этим не занимались. Но все, кто занимался, убили. И вы, русские, тоже спросите. Он это знает. Они никуда не уйдут от этой власти. Они до последнего россиянина будут находиться на этой власти. Поэтому выбор у вас невелик. Либо вас украинская армия будет утилизировать, извините меня. Или же вы будете утилизировать их. Одно из двух. И ну я вам скажу одно, что у Украины оружие и мощи намного в 1000 раз больше, чем у вот этого террористической банды, сидящей в Кремле и на Лубянке. Понимаете? Они сильны вами против Украины. Они будут вас мобилизовать и забрасывать. Мобилизовать и забрасывать. Каждый день. Лучше, конечно, чем на украинцев, я бы на месте против этих пошел бы. Так шансы есть. А против Украины это как головой об стену биться. Конституция – это любовь Д'Артаньяна. Так. Взрывы еще будут. Банда КГБ хочет под шумок поменять место дислокации. Ну, не знаю, дислокацию менять они собираются или нет, но то, что теракты и кровавое будущее ждет россиян. Кровавое. Просто вы будете не знать спокойствия и душевного благополучия нигде. Ни в магазине, ни в метро, нигде.
Не у себя дома самое главное. В любой момент к вам позвонит КГБшник, скажет, пойдемте, вы нужны родине, вы будете удобрять, например, украинскую землю. Может, пошлют на другую землю удобрять, понимаете? К большому сожалению, так да, так сложилось, так сложилось. Так, давайте посмотрим про наше голосование. У нас ИГИЛ вышел вперед. Проголосовало более 1100 человек. 52% считают, что это ИГИЛ без ФСБ. И 29%, что это учреждение ФСБ. И совместная акция ФСБ и ИГИЛ считает 19%. Грубо говоря, 48% считают, что ФСБ замешано. И 52% считают, что не замешано. Интересно, интересно. Ну, это интересно. У Украины никакого оружия. Чё, как Зеленский, как Попраша ходит, клянчу всех на Западе и Европе. Эмма Пирбудагова. Вы меня, конечно, извините, Эмма, но вы вводите своих людей в заблуждение. У Украины такого оружия, так много этого оружия, о котором даже вам не снилось. Причем современного, мощного оружия. Понимаете? У Украины есть все. Черноморского флота, как мы знаем, уже не существует. Уже все, покончили, уже там, остались там парочку у вас плавающих этих гробов. Ну, все есть у Украины, не волнуйтесь. Все, абсолютно все есть. Заводы, фабрики есть, современные, да, может быть, не в таком количестве, как хотелось бы, но в каждый день количество все увеличивается и заводится. Поэтому я, конечно же, в первую очередь обращаюсь к чеченцам, так называемым кадыровцам. Ну, есть и не кадыровцы, есть там военные, есть там полицейские, есть и так далее. К чеченцам я обращаюсь. Вы должны понимать, все, что я говорил все эти годы, это было правдой. И вы ни разу не уличили меня во лжи. Или ни разу меня не уличили в том, что я это делаю там, в себе угоду или кому-то другому угоду, кроме нас, чеченцев, нашего народа. Я знаю, что мы в заложниках. Я прекрасно знаю, в какой ситуации вы находитесь. Мы все оказались в заложниках. Кто-то по другой причине оказался. Это потом будем выяснять. Некоторые для того, чтобы спастись, оказались там. Но это не важно. Сейчас вы должны думать о себе, думать о своем народе. Путин, Патрушев не победят в этой войне. Я много раз вам говорил. И вы сами убедились в этом. Сколько вас уже погибло, сколько вас уже раненых, ампутантов, без рук, без ног уже сколько вас. Вы должны понимать, ночи, титлаш, если на ваших руках нету чеченской крови, если вы не убивали чеченцев, вы должны беречь себя, вы нужны своим семьям. Они, эти русские террористы, они нас всех хотят уничтожить. У них ненависть к нам больше, чем кому бы то ни было. Они сейчас, когда вы нужны им посылать на войну, они будут клясться, говорить, что они за чеченцев, за мусульман. Путин будет говорить, что он чеченец, ингуш там и так далее. Не верьте, это лицемерные, циничные твари. Это подонки, которые ненавидят чеченцев больше всего на этой земле. Поэтому шей дагармахайт, шей уашен хита, но шей аздабоштек далец, шун карир душунар, шун карир душун, хюттерен дүйч датшун, вайкам келгардак дүйч душун, дабоштек далец, уэлиет аджимал, хиет аджимал дабоштул хумна, матиеш царях, царшу берда дойч душун, динх ам дойч душун берда. Пока шига герза долш, шу долша, иш تقود بحربات شو دين قومان شو خلك دين بيه اشتي تقوش اش بيسي شو شي قومان دو حلبوش خان لم تخيغر شون تسونا يال خيريو شون ديلير خيريو تخيغر خيريو بايد خير بوشون تسونا امنيستي خيريو شون دو قومش خير دوشون نوچي مباي نوچي تي معين دي نوچن غديه شاش نوچي توربال خوي دو رايتن مدويشو تور نوچي تشاق اميلش ديش نوچي قاملر ديش دو بوش وتين نوچي قاملر دخنتي قاتششون Ну, гверц,
Гоус. Гоус да дешадега. Киета кредук шубох. Дальше киет дальше. Так, давайте дальше. Путин признался, что он палестинец. Да, да. Если коллективный Запад полезет на Россию, то мы превратим весь мир в радиоактивный пепел, мы попадем в рай, а остальные просто сдохнут. Александр Кнопов. Александр, Санек, ты такую глупость не повторяй. Вы уже все уже сделали, что можно было. Понимаете? Во-первых, вы не попадете в рай, я вас поздравляю. Потому что террористическое учреждение ФСБ не может быть в раю, потому что это абсолютное беспримесное зло на земле. Это бесовщина, дьявольщина. Вам рай не светит. Это раз. Это первый обман. Второй обман. Вы не превратите никого в радиоактивный пепел. Единственное, что вы можете превратить в радиоактивный пепел, это свою страну. Потому что как только вы подумаете запустить эти ракеты, их нужно там разогреть, направить, там запустить, в этот момент уже по шахтам прилетят удары. Понимаешь? По шахтам. И тогда у Путина никаких шансов нет выжить. И поэтому Путин не будет наносить удар, пока не будет наносить. Да, в панике там что-то он может предпринять, но это будет последний его удар. Последняя его попытка будет. Даже из шахты не вылезет, не вылетят эти ракеты, они будут уничтожены. Понимаешь? А? Поэтому не нужно рассказывать сказки, наоборот, нужно спасать людей. Ведь ты-то в радиоактивный пепел готов, допустим, ты там напрочь отмороженный или там, хотя я сомневаюсь, ты абсолютный трус, наверное. Но есть ведь женщины, дети, люди, которых о них нужно заботиться. За что вы хотите превратить всех в радиоактивный пепел, а? За что? За что вы украинцев хотите убивать? За что вы нас убиваете? Просто объясните, у вас нефть, газ, у вас все есть. Просто какая-то маниакальное, маниакальное желание захватить, убить, покорить, унизить других людей. Но это же болезнь, это нужно лечить. И мы, чеченцы, понимаем, что это неизлечимо у некоторых. Будем вырезать, вырезать и 3 метра под землю закапывать, понимаете? Заливать бетоном ваше учреждение ФСБ. Мир будет так делать. Понимаете? Хватит, приехали уже. Хватит. Хватит, да. Так. Пойдемте дальше. Так, я не трус. Я не трус, говорит. Я воевал и в Чечне, и на Донбассе, говорит Кнопов. Ну вот за что ты воевал, скажи мне? За что ты? В Чечне за что ты воевал? Вот смотри, ты говоришь, в Чечне ты воевал. Да, ну, полагаю, наверное, во вторую войну ты воевал. Первую войну ваш Путин с Патрушевым взорвали ваших русских. Вот ты, Александр Кнопов, ты не просто садист, может быть, тебе хватило мудрости, мужества, точнее, пойти, взять оружие и пойти на войну. Но я тебе скажу, что ты абсолютный клинический идиот. Они взорвали ваши дома, ваших русских. В Буйнакске, в Москве, в Волгодонске. И ты пошел воевать против чеченцев. Ты пособник убийства своих русских. Ты враг русских, по факту. Ты враг русских. Ты не убийца русских пошел убивать, а пошел убивать тех, кого тебе приказали убийцы русских убивать. Чеченцев, то есть. И я уверен, я надеюсь, мы под запись, если твое имя настоящее, хотя, может быть, ты все врешь, как обычно, как у вас принято на Руси, но я надеюсь, что мы тебя накажем, привлечем к ответственности за участие в войне против чеченского народа. Все меняется. Все меняется. За русское мир, говорит Файтер.
Ну, для начала за русский мир нужно на русском писать научиться. Нет, в первую по призыву. Ну, в первую по призыву тебя как пехоту отсылали. Ладно, таких судить мы не будем. Русские голосуют за ИГИЛ, продвигают нарративы. Я склоняюсь к совместной акции. Ну, я думаю, да, совместная акция. Мне тоже кажется, это совместная. Ну, как бы ФСБ использовала ИГИЛ. Представители вот этих фанатиков, вот этих деградантов. В Москве много бомбоубежищ. Даже новые дома стоят на бомбоубежищах. Ну, это хорошо, да, правильно делаете, что бомбоубежище вам понадобится. Америка скоро закончится. Да, Америка загнивает еще там с 50-х, 60-х годов. Вы просто откройте в интернете, почитайте. Америка загнивает. Там все так все загнило, что уже они частные компании у них людей в космос отправляют. Там на Марс уже видели, да, на Марсе уже сидит прямой трансляции с Марса, если так, на минуточку. Интернет, там айфоны, там чат GPT, там все, что и роботы так загнивают. Знаете, у них роботы, они воняют. Потому что загнивают, и запах у роботов бывает. Да, это да. Это не могут. Зато Россия процветает. Да, абсолютно. Россия цветет и пахнет. Да. Вот ты состоял из этих правоохранительных дел. Так, да, имперский менталитет ни чести, ни совести, ни душевности. Кстати, у них глава КГБшник Гундяев, РПЦ Гундяев, долой Российскую империю. Конечно, КГБ, ну, у них все, не только же РПЦ, русская православие, это и то же самое касается духовного управления мусульман. Все, тотальный контроль, все, абсолютно все, конечно. Правду, вы молодец, правду говорите. Конечно, Валентина, да, стараюсь. Нет, я не завидую Виктор Оренто и раз о России говорю. Я это говорю, потому что мой чеченский народ оказался в лапах, в заложниках у русских, у россиян. Понимаете? У русской империи. Они убили 30% наших граждан. 30. Это как от 90 миллионов русских, не 140 миллионов, как они лгут, а 90 миллионов. Как убить 27 миллионов? Представляете? И вот оставшиеся люди оказались заложниками, ну, допустим, такой большой там страны, как Китай. И вот они, вот эти люди, полностью, как сейчас, уйгуров там перевоспитывают, там, пропагандой там их запугивают, убивают, сажают и так далее. И мой народ находится в таком состоянии. Поэтому я говорю о России, я говорю на русском языке, я хочу помочь украинцам, я помогаю украинцам. С первых дней до начала этой войны я предупреждаю, помогаю украинцам. Много довожу информации, и я думаю, получилось много что сделать. Поэтому я это делаю для его величества господина чеченского народа. Понимаете? Вот для чего я это делаю. И тех, кого они убили, 300 тысяч наших граждан. 300 тысяч наших граждан. Они должны ответить за них. Они должны за них ответить. И они ответят. И может быть, я не доживу до этого дня, чтобы тоже не злорадствовали, если меня не станет, что это не будет. Но я отдаю свою жизнь за то, чтобы наказать убийц моего народа. И вот если и это будет уже после моей смерти каплей, которая будет говорить о том, что нужно наказать этих преступников. И мы создадим специальный Моссад, чеченский Моссад, как уничтоживший вот этого Буданова, садиста, некрофила Буданова.
Вот так мы будем находить и приводить приговор суда в исполнение. Понимаете? И будут они называться, Юсуп, Масад будет, Тимирханов или какой-нибудь Юсуп будет называться этот отдел, который будет заниматься русскими убийцами чеченского народа. Вот чего я добиваюсь. Мне нужно, чтобы мой народ жил свободно и не боялся новой депортации, новых убийств. И уже убитые были отомщены. Вот чего мне нужно. Да, это мой, можно сказать, крик души. Это не сейчас, это сейчас ситуация изменилась. 10 лет назад, когда это все начиналось, никто не верил, то, что что-то изменится. Про Ичкерию все забыли, все уже там в Сирию, халифаты, там какой-то бред нам рассказывали и так далее, и так далее. Ну вот, я делаю, что я могу. Дудаев все знал про Украину. Конечно, Дудаев был очень-очень умным человеком и очень информированным человеком. Поэтому всем советую скрывать свои лица, кес нахцабизаш. Так. Да, ты прав, Асан, я давно тебя смотрю. Молодец, здоровья тебе. Спасибо, Айсман, спасибо. Взаимно, всем нам здоровья. Нам оно пригодится. Очень нужно нам здоровье. Все будет отлично, да. Давайте дальше. Чеченский Моссад. Да, конечно, обязательно. Чеченские спецслужбы и чеченский Моссад у нас будет. Это ни малейшего сомнения нет. Мы создадим структуру, мы, чеченцы, доведем дело до справедливости. Да, Алмула. Я понимаю, что много лживость повсюду в это решил руками пролить кровь. И вы думаете, что в рай попадет? Это не понял я тебя вообще. Геноцид чеченского народа, убито 42, Ливан, 42 тысячи детей. И сейчас спрашивают, почему за спиной флаг Ичкерии и Америки. Это цинизм и садизм. Да-да. Их очень бесит американский флаг, понимаете? Потому что Америка это сила, они боятся эту силу. Чеченцев, они, понимают, что они могут там убивать, называть нас террористами, обзывать нас, дискредитировать по всему миру. Они это научились. И когда чеченцы, есть что люди, они понимают, что есть думающие чеченцы, которые знают, что нужно коммуницировать с сильными странами, с похожими по менталитету, по демократическим взглядам, по свободным взглядам со странами, такими как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция, мощными, сильными государствами, они нам и предпочитают дискредитировать, там, подвергать остракизму, я не знаю, там, как-то пытаться, принизить. Это все уже, поезд ушел. Чус. Тут люди живут, они выживают, как в России. Да, совершенно верно, Дерез. Союзники Ичкерии это США, Британия и Израиль. Да, Алмула, да, Алмула. Так. А ты как-то связан с США по ценовой политике с чеченцами? Я не понял твоего заумного вопроса. Нет, я никак не связан, если ты имеешь в виду в финансовом плане ни с кем. Я абсолютно независимый человек. Чеченцы в 94, 96, 99, 2000 воевали за свой народ и суверенитет, а не за КГБ, как русские. Демократы, репабликан, мы не только в 2004, мы до конца и до сегодняшнего дня воюем, сражаемся за свой суверенитет и за свой народ. Потому что в 2004 ничего не закончилось. Ничего не закончилось. Это неправильная постановка. Так, где у нас тут комментарий был? Очень уважаю чеченца. А вот вы
как вижу, к чеченцам никакого отношения не имеете. Светлана Васильева. Нет, Светлана Васильевна, вы не чеченцев уважаете, вы уважаете предателей чеченского народа. Вы уважаете тех, кто перешел на вашу сторону, тех, кто убил 30% от числа наших граждан. Поэтому вам такая же цена. Значит, если вас, ваши русские, убьют 27 миллионов, вы перейдете на сторону тех, кто убьет, и будете этим гордиться. Это очень хорошо вас характеризует. Если вы не признаете свободных чеченцев, которые не покорились силе, не покорились злу, жестокости, признаете только те, значит, вы сами из тех. Да, понимаете? Это очень хорошо вас характеризует. Отлично. Вы можете оставить свои координаты, когда к вам придут украинцы там или какие-то другие еще товарищи, можете к ним перейти. Они тоже будут не особо с вами церемониться, если честно. Хотя, в отличие от вас, украинцы соблюдают международное право. И правила, и обычаи ведения войны, кстати говоря, тоже. Просто мы малочисленный народ, надо говорить, чеченский сионист, поэтому думают, что нами можно крутить как угодно. Ничего, я подожду, и мы изменим этот курс. Да, Алмула? Так. Здравствуйте. Первый раз вас вижу и слышу. И вы говорите, якобы русские в заложниках у государств. С чего вы вообще взяли? Откуда информация такая? Здравствуйте, Андрей Макаров. Ну, заложники можно по-разному относиться. Я говорю, что чеченцы заложники у имперской России в заложниках оказались. А русские, они, там может быть и есть заложники, конечно. А так это не то чтобы заложники. Это такие добровольные соучастники вот этого имперского развития. Да, пропаганда обманула, многие поверили в нее. Заложниками вас не назовешь. Вас не убивали, и в плен вас никто не брал. Вы сами довольны, любите, защищаете, с удовольствием топите своих соседей в крови, с удовольствием ксенофобия, национализм, расизм, фашизм, русизм, особо человеконенавистническая форма нацизма, ваш русизм и русский империализм, это у вас есть, и поэтому вас особо, мне жаль, конечно, обманули вас, но особо вас никто насильно не заставлял. А заложники, это кого взяли насильно? Вас насильно никто не брал. Это да, мы, чеченцы, оказались заложниками. Так. Ассаламу алейкум, как вы относитесь к дагестанцам? Всем, алейкум салам, я отношусь ко всем хорошо. Кто не претендует на оккупацию моей страны и убийство моего народа, и признает преступления фашистской России и преступления против чеченского народа и государства. Я ко всем отношусь одинаково хорошо. Ко всем. К имперцам, фашня, к разной фашне отношусь с пренебрежением, с отвращением. Привет, привет, чертовка. Так, друзья. Так, друзья, мы уже почти 1,5 часа в эфире. Я думаю, можно уже закругляться. Еще несколько минут посидим. Я хочу вам напомнить, друзья, сегодня на нашем канале на чеченском языке состоится очередная платформа открытого диалога единственной легитимной чеченской властью с Аядом Идиговым, сопредседателем президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, Аядом Идиговым.
И это будет в 20 часов. Это, грубо говоря, сейчас у нас 17:30. Через 2,5 часа. Через 2,5 часа. Поэтому делаю вам уведомление. Приходите, все заходите. Также будем, у нас будет совместный стрим с Аятом и Диговым. Заходите, задавайте свои вопросы. И сегодня стрим на чеченском языке. И мы обсудим ту же тему, которую мы обсуждали в прошлом стриме платформы открытого диалога. Теракт, произошедший в Крокус-Сити, и его последствия. Ну, уже на чеченском языке мы это все будем обсуждать, друзья. Поэтому заходите, давайте, если вам это интересно, будем вместе разбирать всю эту ситуацию. И что, давайте тогда на этом свой стрим закончу. Справедливый человек. Ты, конечно, очень хороший комментарий иногда пишешь, но последний твой комментарий мне понравился больше всего. Да. На этом я свой стрим заканчиваю, друзья. Слава Украине, слава Ичкерии, живи Беларусь, как говорит Баванятка. Давно у вас не было, Баванятка. Соскучился я по вам. Давайте, возвращайтесь. Все будет Ичкерия. Слава Украине. И давайте все вместе. Господи, благослови Америку. Жду вас через 2,5 часа на этом же канале, друзья. Всего хорошего, до свидания.